А тут, смотрю, прямо ручейка. По откосу течет ручейка. Тот день Альфия Гиниатуллина вспоминает с ужасом. В начале марта с потолка потекла талая вода. Мебель, ковры, все плавало. И так каждую весну. Она рассказывает, тогда 10 лет назад при капремонте якобы неправильно сделали крышу. Протечка связана с кровлей. Кровля неправильно покрыта. У нас дом сделан буквой «П». И где стык, там во время таяния снега лед тает и протекает нашу квартиру. Какая посуда у меня имеется, все у нас в использовании, потому что я боюсь. В страхе живут и ее соседи. Так в начале марта весь дом остался без света. Замкнула проводка. Первые дни еще меньше капало. А потом еще больше, хоть зонтиком на улицу выходи. Жители с 2010 года ходят в жилинспекцию, прокуратуру и исполком, дошли уже до суда. Тогда на капремонт была гарантия. Но устранить недоделки и возместить моральный ущерб Альфии Гиниатуллиной суд постановил управляющей компании «Комплект-сервис». Но вскоре она обанкротилась. Сейчас домом управляет фирма «Русло». В течение года никто не приходил и обещания не были выполнены. Прошлым летом, в 2018 году, приезжала машина, специалист поднимался на крышу и клеил бумаги. И через 10 минут вот эта бумага уже вся валялась на земле. В управляющей организации нам пояснили, тогда крышу можно было сделать по гарантии. Почему на тот момент не обратились подрядные организации, которая делала крышу и капремонт, и не устранили данную ситуацию? Этот дом находится непосредственно на управлении жителей, и на собрании жильцов еще в 2012 году они приняли решение, что на капремонт деньги собирать не будут. А значит, средств на счету управляющей компании на это нет. Работы на крыше, говорят, столько, что текущим ремонтом это не является. Мы сегодня обратились в жилинспекцию. Здесь вопрос взяли на контроль. Но в любом случае у нас идет предписание до 30 мая, чтобы мы устранили данную ситуацию. Вопрос сейчас решается. Мы будем следить за ситуацией. Юльза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.